Напоминаем, что сегодня в секретах татарской кухни с нашим гостем Сергеем Брилевым мы готовим роллы по-татарски. Для приготовления этого блюда подготовили рис, нарезали соломкой соленые огурцы и 2 вида мяса. Одной из самых сложных съемок за последние месяцы для меня было интервью с руководителем Федеральной налоговой службы России. Это очень специфический предмет, но всех нас интересует. По БТИ или по рынку мы будем оценивать квартиры, какую ставку налога мы будем платить. Совершенно верно. Но когда эти слова начинаешь произносить, дуреешь, они сложные. Вот там мы как раз бились с Мишустиным вдвоем. Мы прекрасно осознавали эту задачу, мы проговорили до интервью, что мы будем делать, и в результате как-то вот тут слепили так, что это было, как вроде кажется, смотрибельно. Более-менее интересно. Значит, вот таким вот образом мы разложили. Потом вот так потихонечку, придерживая руками, все, что у нас там наложено, пытаемся это дело свернуть и сворачиваем. И получается? Получается такой вот как бы колбаска такой. Как бы. Так. Вот. Теперь остается только лишь аккуратненько нарезать. Так. Режется это все тоже не просто. А так? запах? А запах? Интернет убьет все печатные средства массовой информации? Интернет – это один из способов донесения информации. Способов. Всего лишь. Поэтому ничего не убьет, просто лучший способ обезоружить врага – это возглавить процесс. Бесспорно. Поэтому я думаю, что просто газеты, телеканалы, радиостанции все больше будут пользоваться интернетом для того, чтобы доносить свой контент каким-то другим образом. То есть, иными словами, редакции никуда не денутся. Ну а в принципе, по большому счету, когда мы перейдем к цифровым телевизорам, не телевидению, а телевизорам, а вот сам телевизор, это что будет? Это будет телевизор или компьютер? А уже не скажешь. Нечто посерединке. Поэтому интернет это будет или телевещание. Ну, в принципе, сольется. Поэтому я, честно говоря, большой трагедии не вижу. Вот к блогам отношусь не очень большим приоритетом. Есть очень талантливые писатели-блогеры, но, к сожалению, по моим личным наблюдениям, хватает людей среди блогеров, таких, которые профнепригодны для журналистики, и они компенсируют свой комплекс тем, что пишут блоги. Повторяю, это не ко всем относится, но таких тоже довольно много. Здорово. Значит, вот примерно то, что у нас получилось. Классические японские роллы подаются к столу со специальным соусом, который подчеркивает вкус блюда. Мы для роллов по-татарски тоже будем готовить соус, рецепт которого навеян популярным во всем мире соусом тартар. Значит, у нас будет соус псевдо-тартар. Делается он очень просто. Берем катык. Кто это? Мы берем катык. А кто это катык? 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 Да, вот это вот катык. А, понял, что такое катык. Осознал. Ну, ряженка. Ну, ряженка. Значит, другими словами, катык и зелень. Мы положим туда еще немножко специй, значит, там этот самый перец и чесночок. Очень хорошо. Да, Порезать? ну и огурчик еще. Порезать? Такой. Да. То есть у вас как бы путешествие это такое хобби, которое вы очень... Я так понимаю, Я скажу так, у меня увлечение... очень интересная работа, которую, к сожалению, показывают по телевизору. К сожалению. Ладно, я на самом деле люблю ездить, и мне кажется, что дело не в путешествиях, а дело в том, чтобы все-таки оказываться, все щупать своими руками и видеть своими глазами. Поэтому я действительно много езжу, очень много езжу по стране, много езжу по миру, но зато для меня вот Татарстан не абстракция, например. Да? А для многих в Москве абстракция? Абстракция, ну, в конце концов, там из 10 миллионов жителей Москвы, я не знаю, сколько бывало в Татарстане. Не думаю, что хотя бы половина. Вот. Хотя это стоит того делать, и я в этом смысле могу сказать, что, наверное, человек 15-20 своих таких близких знакомых я сподобил на то, чтобы они съездили в Казань, посмотрели, так что моя совесть чиста. Прекрасно. Так, я же еще больше. Все, больше нам этого не надо. Значит, можно немножко на дольки порезать чеснок также. Это я пока кидаю сюда. И иностранцев я сюда стал возить. То есть сейчас, когда иностранцы, какие-то мои знакомые приезжают на подольше, раньше у них был стандартный набор Москва-Питер. Да. А сейчас я вот уже несколько человек говорю, вы давайте в Казань съездите еще. И они? Не к тому, что я отменяю Питер, конечно, но если есть время, то ездить большое удовольствие получают. Ну, действительно, есть что посмотреть, что говорить. А сейчас вот, когда еще свияжки с Болгаром доведут до ума,
Вот. Тем более будет хорошо. Вот я, в принципе, бывал в республике и в других точках. Я был и в Нижнекамске, и в Челнах, и в Елабуге. Так что, так, посмотрел. Из татарских городов какой наиболее, так сказать, произвел впечатление, кроме Казани? Впечатление с точки зрения... вот было голое поле, а возникло что-то, производит на самом деле Нижнекамск, даже не только Нижнекамск, сколько вот это новый завод Танека. Я понимаю, что это очень такая производственно-промышленная тема, но я действительно увидел с первых вот свай, которые вбивали, и когда там, скажем, в позапрошлом году вся страна искусственно продлевала новогодние каникулы, потому что был кризис, а там, по-моему, 12 тысяч рабочих 2 января уже вышли на эту стройку, но это действительно впечатляет. Это впечатляло. Здорово, здорово. Ну, а с точки зрения какого-то уюта, конечно, Елабуга, что говорить, безусловно, понятно. Город тысячелетней истории. Таким вот маневром вбиваем. И получаем такой вот... Можно понять? Конечно. Очень приятно. Да? Так. Это как бы соус будет или это основа еще для Совершенно чего? верно. Это То соус. есть это как бы соус, в который мы будем Макать? макать наш замечательный. Ну, клево. Палочек у нас нет. Татарских палочек не предусмотрены. Вместо татарских палочек цептор. Я воль? Я воль. Так вот. Я, кстати, однажды Путину говорил, я воль. А он подумал, видно, что я по-немецки говорю. Как удобно мне в ответ. Так, макаем? Да, мне кажется, просто макаем. Это и есть можно, да? Ну, вообще, в принципе, да. То есть вот как бы большому куску рот радуется. То есть Ну-ка. прям целиком надо туда раз и смотреть, как она. Мило. Рецепт. Роллы по-татарски. Достать 1 лист нори, положить на бамбуковый коврик, блестящей стороной вниз. Взять влажной рукой небольшую горсть остывшего риса и распределить тонким слоем, без просветов по всему листу нори. Оставив лишь в конце 1 сантиметр пустым для того, чтобы потом хорошо скрепить. На рис уложить длинные полоски мяса и огурца. Свернуть с помощью коврика ролл и всю конструкцию, плотно прижимая и соединяя край, прижать пальцами. Затем роллы нарезать острым ножом, смоченным в уксусном растворе. Я думаю, это более сытно. Если бы японцы ели такие роллы. Это были бы профессиональные нации сумоистов. Не нужны были бы им Курилы. Ну что ж, мне остается только напомнить, что сегодня у нас в гостях один из замечательных рецептов татарской кухни. Пробовал тележурналист и популярный ведущий Сергей Брилев. В Политехническом музее в Москве есть такой глобус, где показывают, как реально идут часовые пояса. Так. Так вот, реально по меридиану то, что называется московским временем, является казанским. Да? С ощущением этого я и покидаю Татарстан. Да. Еще раз спасибо. Программа «Секреты татарской кухни» объявляет конкурс рецептов. Вы владеете оригинальным рецептом приготовления традиционных татарских блюд? Поделитесь им с нами. Присылайте ваши рецепты на электронную почту. И, возможно, следующая наша программа будет создана именно по вашему рецепту. Подробную информацию вы найдете на сайте телерадиокомпании «Новый век» и сервере tatarlar.ru. Программа «Секреты татарской кухни» готовит с посудой цептор. Сила и здоровье наше в чудо-хлопьях от Аркаши. Смотрите на ТНВ. Секрет ванны Клеопатры для кролика вам откроет управляющий отделением Пенсионного фонда России по Республике Татарстан Марсель Имамов. Секреты татарской кухни по субботам в 16:30 и в воскресенье в 9:00.